Здравствуйте, вы смотрите программу «Акцент», с вами Яна Бабаева. И сегодня у нас в гостях Александра Золотарева, это главный врач Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД-инфекционными заболеваниями. Александра Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Вот сегодня предлагаю вам поговорить о очень важной, нужной и актуальной теме. Это по борьбе со СПИД и ВИЧ-инфекциями. Давайте для начала разберемся, какая разница между СПИД и ВИЧ. Какие вот схожие есть моменты и в чем различия? Вообще ВИЧ-инфекция, что такое ВИЧ-инфекция? Да? Это инфекционное, хроническое, антропонозное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Вот. А СПИД – это крайняя степень заболевания, это последняя стадия ВИЧ-инфекции. 5-я стадия – это СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, при котором наши пациенты, если не получают специфическую антиретровирусную терапию, они в течение 10, от 5 до 10 лет быстро достигают этой стадии, и, конечно, возможен фатальный, летальный исход из-за того, что истощается иммунная система организма. То есть человек не может сопротивляться любой инфекции, которые есть. И, конечно, на фоне иммунодефицита, который развивается под влиянием вируса иммунодефицита человека, человек перестает сопротивляться к любым инфекциям. И в первую очередь так называемые оппортунистические, не специфические инфекции, от которых наши пациенты и погибают. Ну, а какие меры профилактики вообще, как можно уберечь себя от этого заболевания, и как понять, что можно ли понять вообще, что ты заболел, или это как бы только анализы могут показать? Вообще, чем коварен, эта инфекция, что на первых стадиях, практически до 3-й стадии человек, если не возникает эта острая инфекция, человек может не понять, вообще он заразился или болен. Поэтому и мы просим ежегодно всех проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Только таким образом можно себя уберечься. Как передается инфекция, и как себя предохранить от этой инфекции, это напрямую связано с путями передачи. Это естественный путь и искусственный, так называемый путь. Естественный путь – это половой, парентеральный путь, вертикальный путь, то есть это передача от матери к ребенку, и искусственный – это все виды парентерального введения, скажем так, заражения вирусом. Это возможные уколы, это все возможные, скажем так, все косметические, это нанесение татуировок, скажем так, и при использовании общей иглы, при потреблении, скажем так, наркотических препаратов. Такие риски, соответственно, профилактика будет зависеть от путей передачи. Это в первую очередь это защищенный секс. Это, скажем, если быть верным своему половому партнеру. Потом нужно находить, мы все мы женщины, мы хотим все быть красивыми. Если вы посещаете косметологические салоны, тату-салоны, так называемые, нужно осмотреть, имеют ли лицензию, где они обеззараживают инструменты и так далее. Эту всю цепочку надо увидеть своими глазами, уточниться, и после этого только, скажем так, получать те или иные процедуры, которые существуют необходимым для себя, скажем так. И вертикальный путь, потому что есть большая вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку на любом сроке беременности, поэтому все наши беременные женщины должны вставать на учет, и когда они встают на учет, им в течение 9 месяцев 3-кратно берут анализы на ВИЧ-инфекцию. И, конечно, нужно, соответственно, хотя бы один раз
проверить полового партнера беременной женщины. Вот, таким образом себя обезопасить. И я сразу, забегая вперед, скажу, что женщины, наши инфицированные женщины, при соблюдении, да, лечения, постоянного применения лечения, наши женщины рожают абсолютно здоровых детей. То есть главное очень внимательно относиться к своему здоровью во время беременности. Даже если у человека есть заболевание, то есть шанс родить здоровенького малыша, Да, правильно? не шанс, а Прям практически 100%. очень Да, здорово. 100% наши женщины рожают здоровых детей. Это очень здорово. Да. Мгм. А вот подскажите, пожалуйста, как изменился портрет ВИЧ-инфицированного человека? Если раньше, ну, в представлении, наверное, у большинства людей это был какой-то, возможно, маргинальный человек, который ведет социальный образ жизни, то сейчас это изменилось очень сильно? Да, конечно, когда вот, скажем так, на заре 90-х лет, да, когда вот с 87-го, по-моему, года был зафиксирован первый пациент, тогда еще в Советском Союзе, да, в 1987 году, вот, конечно, там был определенный круг населения, который может заразиться ВИЧ-инфекцией. Это потребители наркотических препаратов, да, инъекционных, во-первых, это коммерческие секс-услуги, да, которые занимались этим, ну и от социального образа жизни ведущие люди, да. Но в 21 веке это совершенно, скажем так, обычные люди, как мы вот с вами сидим, вот так же, таким образом, да. И, конечно, если ранее болели более в молодом возрасте, да, сейчас это портрет средний возраст, да, от 30 и выше. То есть это осознанные люди, да? Осознанные люди, увы, конечно, это не молодежь, которая вот ввиду своей юности, да, скажем так, получает и заражается эта инфекция, то здесь более осознанные люди, взрослые люди. И, увы, конечно, если ранее эта инфекция была в обособленной группе, да, то сейчас эта инфекция, она перешла в общую популяцию. Поэтому на сегодняшний день, да, если человек не соблюдает, скажем так, и не занимается, да, скажем так, случайные половые связи, незащищенная половая связь, то риски, конечно, заражения не только ВИЧ-инфекцией, но и другими видами вирусных гепатитов. Ну и, конечно, все заболевания, которые передаются половым путем. Есть риски. Хотела с вами еще обсудить вопрос стигматизации данного заболевания. Вот насколько сейчас остро стоит эта история и как вообще избежать, то есть больше рассказывать об этом, может быть, людям читать. То есть, насколько я понимаю, если ты живешь, да, с человеком, у которого есть ВИЧ, или, допустим, работаешь с ним, то шанс того, что ты заразишься, очень маленький в бытовых условиях. Вообще равен нулю. Вообще нет, да. Да, проблема стигматизации, так называемой стигмы, стоит остро, да, потому что наши пациенты очень уязвимая категория, которая боится, да, почему у нас имеется низкая приверженность к терапии, скажем так, да, пациенты, люди не хотят приходить, скажем так, даже с профилактической точки зрения прийти и провериться, да, и сдать на ВИЧ-инфекцию, да, ввиду того, что кто-то увидит, кто-то узнает, осудит обязательно, да, и, конечно, распространит. Конечно, наша республика очень маленькая, да, мы все друг друга через человека, скажем так, практически знаем, вот, и, конечно, информирование, да, скажем так, ввиду того, что имеется ложное, да, представление о передаче ВИЧ-инфекции и, возможно, неправильная информация в сети интернет, да, если прочитают люди, они нашего пациента воспринимают как, скажем так, ранее пациент с проказой. Да, вот. Потенциально опасный человек. Потенциально опасный, а наш пациент вообще потенциально не опасен вообще в обществе.
Если вы даже с ним пожмете руки, поцелуетесь, обниметесь, скажем так, если вы, ну, это коллега, вы будете пользоваться общим туалетом, буфетом и так далее, наша инфекция не передается никоим образом. Даже если вы будете пользоваться одним туалетом, инфекция практически вообще не передается. И из-за того, что вирус, он очень неустойчив во внешней среде, он сразу погибает. Ну и тем более, если, допустим, человек принимает терапию, да? Да, если человек принимает терапию, если он приверженный пациент, да, то этот человек вообще не передает инфекцию. Поэтому наша задача нашего центра, да, это выявить пациентов на раннем стадии заболевания, чтобы у него, ну, как бы жизнь, да, при, опять же, да, соблюдении, да, и при приверженности, при постоянном приеме наших препаратов, да, средняя продолжительность жизни ничем не отличается от человека, который не имеет ВИЧ-инфекцию, практически не имеет. Вот, поэтому мы стараемся. Наша задача – это донести информацию правильную в обществе, что такое ВИЧ-инфекция, как им можно заразиться, как им можно заболеть, если так случается, да, ну вот так случилось, да, чтобы люди не боялись приходить в наш центр, да, мы с ними работаем совместно, у нас не только врачи, мы, то есть лечебную часть охватываем, мы и социальный аспект охватываем, оказываем юридическую помощь, ну и, конечно, самое главное, психологическую помощь. И пытаемся и настраиваем наших пациентов для того, чтобы они получали терапию, что при получении терапии, если ранее, да, наши пациенты получали горсть таблеток, да, 10-20 таблеток, то сейчас наши пациенты принимают 1 таблетку в день. Да. Это, что это значит? Да? Любой пациент среднего возраста принимает какие-то таблетки. Да, тот же пациент, да, те же витамины, те же БАДы, скажем так, да, вот, поэтому пациент, который находится на диспансерном учете с сахарным диабетом, да, сахарный диабет настолько намного коварнее, скажем так, чем наша инфекция, при соблюдении всех мер лечения, сопровождения, диагностики и так далее. Наши пациенты доживают до 90 лет. Да, есть наши пациенты такие. Вот. И главной задачей на сегодняшний день для того, чтобы не было передачи, вертикальной передачи, чтобы дети рождались у нас здоровыми, что при соблюдении всех условий, скажем так, вот почему я акцентировала внимание, что это антропонозная инфекция, да, это вот эту инфекцию передает только человек. То есть есть другие инфекционные заболевания, имеют, скажем так, промежуточного хозяина в виде животных и так далее, да, насекомых и так далее. А эта инфекция живет только в организме человека. Если все люди начнут соблюдать меры безопасности, этой инфекции не будет. Вот. Это было бы очень здорово. Да, что хотелось бы всех призвать и уберечь не только себя, но и своих окружающих, близких. Я благодарю вас за интересную, очень важную и познавательную беседу. На этом программа «Акцент» подошла к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас на ИСИА.